Центр юношеского чтения Мордовской республиканской детской библиотеки присоединяется к международной акции «Читаем детям о войне». Великая Отечественная война, к сожалению, с каждым годом остается все меньше очевидцев героических событий. Откуда же мы можем знать о этой войне? Конечно же, из книг. И мы будем читать их, чтобы сохранить память поколений о героическом прошлом. Сегодня мы с тобой почитаем книгу Любови Воронковой «Девочка из города». Фронт был далеко от села Нечаево. Нечаевские колхозники не слышали грохота орудий, не видели, как бьются в небе самолеты и как полыхает по ночам зарево пожаров там, где враг проходит по русской земле. Но оттуда, где был фронт, шли через Нечаево беженцы. Они тащили салазки с узелками, горбились под тяжестью сумок и мешков. Цепляясь за платье матерей, шли и вязли в снегу ребятишки. Останавливались, грелись по избам бездомные люди и шли дальше. Однажды в сумерки, когда тень от старой березы протянулась до самой житницы, в избу к Шалихиным постучались. Рыжеватая проворная девочка Таиска бросила к боковому окну, уткнулась носом в проталину, и обе ее косички весело задрались кверху. «Две тетеньки!» — закричала она. «Одна молодая, в шарфе, а другая совсем старушка, с палочкой. И еще, глядите, девчонка!» Груша, старая Таискина сестра, отложила чулок, который вязала, и тоже подошла к окну. «И правда, девчонка, в синем капоре». «Так идите же, откройте», — сказала мать. «Чего ждете-то?» Груша толкнула Таиску. «Ступай, что же ты? Все старшие должны». Таиска побежала открывать дверь. Люди вошли, и в избе запахло снегом и морозом. Пока мать разговаривала с женщинами, пока спрашивала, откуда они да куда идут, да где немцы и где фронт, Груша и Таиска разглядывали девочку. «Гляди-ка, в ботинках, а чулок-то рваный. Гляди, в сумку свою как вцепилась, даже пальцы не разжимает. Чего у ней там? А ты спроси, а ты сама спроси». В это время явился с улицы Романок. Мороз надрал ему щеки, красный, как помидор. Он остановился против чужой девочки и вытаращил на нее глаза. Даже ноги обмести забыл. Алексеев. Мишка. Солдатам одной из сибирских дивизий в те дни, когда дивизия отправлялась на фронт, земляки подарили маленького медвежонка. Освоился Мишка солдатской теплушкой и, важно, поехал на фронт. Приехал на фронт Аптыгин. Оказался медвежонок на редкость смышленым, а главное, от рождения характер имел геройский. Не боялся бомбежек, не забивался в углы при артиллерийских обстрелах, лишь недовольно урчал, если разрывались снаряды уж очень близко. Подрос медвежонок за это время, в плечах раздался, бас прорезался, стала боярской шуба. В боях под Харьковом медведь отличился. На переходах шагал он с обозом в хозяйственной колонне. Так было и в этот раз. Шли тяжелые кровопролитные бои. Однажды хозяйственная колонна попала под сильный удар фашистов. Окружили фашисты колонну. Силы неравные, туго нашим. Только слаба оборона. Не уйти бы советским воинам. Да только вдруг слышат фашисты страшный какой-то рык. Что бы такое, гадают фашисты. Прислушались, присмотрелись. Медведь! Закричал кто-то. Верно. Поднялся Мишка на задние лапы, зарычал и пошел на фашистов. Не ожидали фашисты, метнулись в сторону, а наши в этот момент ударили.
вырвались из окружений. Мишка шагал в героях. Его бы к награде смеяли солдаты. Получил он награду — тарелку душистого меда. Ел и урчал. Вылезал тарелку до глянца, до блеска. Добавили меда. Снова добавили. Ешь, наедайся, герой Топтыгин. Скоро Мишка совсем подрос и стал великаном. Где же солдатам во время войны возиться с такой громадой? И решили солдаты: в Киев придем, в засаде его поселим, на клетке напишем: медведь, заслуженный ветеран и участник Великой битвы. Однако миновала дорога в Киев, прошла их дивизия стороной. Не остался медведь в зверинце, даже рады теперь солдаты. С Украины Мишка попал в Белоруссию, принимал участие в боях и оказался в армии, которая шла к Беловежской пуще. Беловежская пуща — это рай для зверей и птиц, лучшее место на всей планете, решили солдаты. Вот где оставим Мишку. Верно, под сосны его, под ели, вот где ему раздолье. Освободили наши войска район Беловежской пущи, и вот наступил час разлуки. Стоят бойцы и медведь на лесной поляне. Прощай, Топтыгин, гуляй на воле, живи, заводи семейство. Постоял на поляне Мишка, на задние лапы поднялся, посмотрел на зеленые гущи, носом запах лесной втянул. Пошел он валкой походкой в лес, с лапы на лапу, с лапы на лапу. Смотрят солдаты вслед: будь счастлив, Михаил Михайлович! И вдруг страшный взрыв прогремел на поляне. Побежали солдаты на взрыв. Мертв, недвижим Топтыгин. Наступил медведь на фашистскую мину. Проверили, много их в Беловежской пуще. Ушла война дальше, на запад. Но долго еще взрывались здесь, в Беловежской пуще, на минах и кабаны, и красавцы-лоси, и великаны-зубры. Шагает война без жалости. Нет у войны усталости.